Спасибо. Сегодня мое обращение лично к президенту Сооронбаю Шариповичу, моему бывшему сопартийцу, и к аппарату президента. Я хочу у вас уточнить, ответьте, пожалуйста, у нас сегодня что, возврат к президентскому форму управления приходит, да? Почему парламентская наша республика сегодня проигрывает, когда идет циничное, наглое нарушение закона? Я хочу объяснить, что сегодня идет информация. Министерство юстиции Кыргызской республики внесло изменения в базу юридических лиц социал-демократической партии. И в графе руководителя вместо Атамбаева появилось имя Абдрахманова. Также поменялся юридический адрес Шабдан Батыра 4Б на Эркиндик 45. Послушайте. Я еще такого, но не знаю, как назвать, действительно наглого и циничного отношения к другой партии я еще не видела в нашей стране. Партия, которая действительно помогла тебе стать президентом в этой стране. Партия, благодаря которой, председателю которой мы все получили доверие, получили мандат. У нас что? Получается, что правовое поле проигрывает, и слабость власти сегодня проявляется в том, что нагло вот так заставили Минюст перерегистрировать партию. И кому? Кто такой Абдрахманов Сагынбек? Что он сделал для страны и народа? Неужели вот перед историей не боятся ответить за то, что сегодня происходит? Тем более официальная партия, штаб, мы передавали в Минюст, что у нас идет, прошло, значит, новый политсовет, новое решение съезда, все перечеркнул Минюст, и, боясь, скорее всего, под давлением, провели эту регистрацию. Кто такой этот Абдрахманов? Я запрос проводила в Минюсте. У меня есть официальный ответ, что это движение, которое без Атамбаева, оно нигде юридически не прошло регистрацию. То есть просто вот с улицы собрали всех, кто-то там один руководит, вожжи держит в руках и кнут. И люди пляшут под эту дудку, нарушая законы. У меня сейчас обращение к Минюсту. Я прошу официально дать информацию, на основании каких законов и нормативно-правовых актов, документов вы провели перерегистрацию социал-демократической партии на Абдрахманова Сагынбека. Мне очень стыдно, уважаемые коллеги, что мы молчим, когда идет такое беззаконие. И как потом можно будет верить такой власти? Я прошу вас передать рукаппарату президента. Как можно потом будет доверять, если мы нарушаем сами закон? Я все понимаю, но можно же было в правовом русле оппонировать Атамбаеву, оппонировать, в конце концов, политсовету партии, но не так же нагло отбирать, подтихоря там все это сделали. Кому народ сегодня может доверять, если сегодня идет эти нарушения законов от депутатов, а депутаты молчат? Поэтому я сегодня хочу, чтобы Минюст дали официальный ответ.